Друзья, мы с вами находимся в уникальном месте. Сегодня уже вечер, почти 10 часов 8 июня или 7, уточню позже. Посмотрите, в каких мы шикарных местах. У нас выезд, можно сказать, выходного дня в горы на реку Восточная Хандага. Сейчас мы вечером после дневной радиалки на ледник пробираемся к лагерю. Вот надо нам сюда как-то проехать, чтобы встать на стоянку. Машина задом сюда заедет. Задом, отсюда. Вещи перетаскиваем туда. Короче, вот там, да, там обычно Акела спит. А? Кто? Не трогай. Там. Вон там спать-то. В любом месте. Просто это вот место этого одного из главных, как вот ради этого я сюда приезжаю. Видишь? Посмотри. Тут вот, ну, не нравится мне в других местах. Я все вот это, да, вот это за заячьей петли, да, все исследовал, да, и решил, что для меня самое главное, ну, самое лучшее, да, самое любимое место здесь. Это я сюда приезжаю, да, всегда я чувствую, да, что я приехал к себе домой. Это мой дом, моя квартира. Грузимся, разгружаемся. Товарищество с ограниченной ответственностью закрытого типа. Да. Я наоборот хочу, чтобы все нас. Так, сегодня, ну, все, что запланировали, сделали, да? У нас два основных этих. Сегодня одно сделали, завтра второе событие будет. Вот туда, посмотри, вон на ту вершину поднимемся. Вот видишь, вот с этим, да? Это самая высокая вершина в этой местности. Да? Там есть геодезический пункт, нам надо будет туда подняться. Да? За завтрашний день. Давайте, ура! Ура! Чтобы он был такой же, как сегодняшний, да. Замечательный. И вчерашний. На завтра готовим оладушки крупного калибра. Потому что у нас сковородка импровизированная, глубокая. Вот еда встает. Готовим ужин и скоро спать. Суп сегодня у нас харчо с гороховым, с макаронами и с тушенкой. Самый сытный ужин. Мы голодные. Если забыли черпак, вот есть такая вот импровизированная. Всем доброе утро. В 7 часов у нас уже подъем. Мы уже проснулись, вещи собираем. Потому что надо пораньше выйти. Так, виды, конечно, шикарные вокруг. Куда ты? Блин, да стой ты. Да ё-моё. Ветрено сегодня с утра, хоть солнце светит, но так, ну, прохладненько. А так спал замечательно, прям вчера настолько устали, что сон, шикарный. Вчерашний поход, если не смотрели, обязательно посмотрите. Тоже было интересно в предыдущих сериях. А сегодня вот на эту вершину, вот там взбираемся. Тут, вот, как Егор показал, полка. Там Мишка живет. Вот где-то вот так вот мы пойдем сюда. А еще здесь живет где-то одинокий волк. Тоже приходит иногда. Но, как Егор сказал, они свои. Безобидные, можно не бояться и расслабиться. Так, ладно, надо собрать все вещи, чтобы потом спокойно уже можно было покушать и выдвигаться.
близко. Завтракаем и в путь. О, круто. Сварено альденте. Немножко это. Зато весь день этот будешь сытый. Ух. Ух, ух, ух. Ну все. Вот и начало пути, о котором я до сих пор еще ничего не понял. В подробностях, что нас ожидает, Егор говорит, будет очень сыро. Я вот взял сапоги. Хотя говорили, лучше идти в сапогах. Но лучше идти, наверное, все-таки в ботинках. В общем, не знаю, посмотрим. Отец сразу палку себе делает. Это правильное решение. Я пока так. У меня вместо палки камера. Себе тоже палку сделай, да? Надо, да? Ну, желательно не живых. Вот. Сегодня я хотел 9 часов тут сидеть, да? Ну, сейчас, наверное, 10 часов. Ну, ничего страшного. Да? Здесь такое ядерка. Вот. Все сделали себе удобные посохи. Каждый по свой вкус. Приведем в порядок. Ну, Егор говорит, сколько? Километра 4 у нас, как говорится, асфальт. Это вот такой вот подъем. Не сильно крутой. А дальше мы эти посохи отложим, потому что будет подъем практически вертикальный. Ну, асфальт он относительно. Ну, образно, я же говорю. Относительно того, что ждет нас дальше, да? Только вверх ногами, я думал, она должна быть. Вот там ручка мы хотели. Да? Нет, тут Ну, нормально. как удобнее, да. Ага. Не только наша, но и нашего этого большого друга Косолапова. Ой, тропа Мишки? А, С ним вместе ходит по одной тропе. Мы сейчас по его тропе пойдем. он же здесь постоянно живет, да, в этих горах? Да, да, живет. Вы его даже знаете, говорите. Да, много раз встречался. Да? Да. Ну В ладно, всяком случае, с хорошим этим, с хорошими намерениями. ну, с хорошим характером. Ладно. Очень. В общем, нам туда, да, в лес углубляемся. Ну, сильно не отставай. Да? Угу. Ну, со съемкой всегда отстаешь, конечно. Виды куда ни глянь. Шикарный. Что вперед, что назад. Идем по камням, и я вспомнил, что Денис у нас геолог. Расскажи пару слов о своей интересной профессии. Сколько путешествий таких ты провел? 18 лет. 18? 18 лет. Это также походы в горы везде там, да? В поисках золота. Что там искал? Алмазы, золото. Интересная профессия. Ну да, интересно, да. Посоветуешь молодым пойти на нее? Лучше не советую. Пускай сами решают, да? Характер закаляется, зато. Ну, а характер это на всю жизнь и на любую другую профессию. Агафья знает как никто, как педагог, да? Да. Как жена геолога. Жена геолога и педагог. Да. Очень у вас важные и интересные профессии, скажу вам. Полгода его нету, но зато у него какая, вот видите, адская работа. Да. Не каждый выдержит такую, А сейчас работаешь, да, такое Денис? напряжение. Все уже, да? Находился? Теперь только если в удовольствие, да, с друзьями. Что, здесь на этой веселой ноте мы и отдыхаем. Он, вот когда мы вчера приехали, да, уже знал, да, что приехали мы, наверное, уже определил, кто приехал, с какой целью. Обычно так, он наверху лежит или где-то рядом ходит, не знает, что за люди, поэтому мы никогда не шумеем, не разговариваем. Так делают обычно те люди, которые, ну, отошли от природы, ну, на мой взгляд, так, ага.
очень тесной связи с хозяином горы. Его не трогаем никогда. Зверей, птиц, даже деревья мы вот берем, которые уже лежат. Да. Мы обычно живые никогда не трогаем. Так относимся к своей природе. Это там Правильно. так завещали наши предки, да. Тут испокон веков, да. 1000 лет назад жили наши, да, предки, да. И 1000 лет будут наши потомки здесь жить. Поэтому ко всему относимся очень бережно. Не просто что-то делаем, да, а с каким-то смыслом, ну, как ритуал делаем все. Вроде ходишь, да, а ты идешь и разговариваешь вот с духом горы, да, вот с духом, ну, с хозяином этой горы, да, вот с тем, кто в данное время, сейчас он здесь, ага. Упоминаю суё, имя Господа. Слышал, да, такое выражение? Ага, это когда говорят, это если хочешь проблемы, вызывай Господа. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть заранее не надо взывать его, чтобы навлечь на себя внимание. Как бы. Поэтому как бы надо со словами осторожно, когда находится в искусственной среде. То есть его лучше вот хозяев сюда не звать, а быть в гармонии с ними, в понимании, и тогда все будет нормально. Так вот. Люди синдромом отличника бывают. Они хотят впереди и впереди, да. Будучи славными, стараются выглядеть сильными, да. Из-за этого они напирают, а последний остается, да. В итоге и тот изнашивается, да, быстро, да, устает быстро, да, и они устают. Последний иногда бывает, что он впоследствии меньше устает, и бывает те отличники, которые сзади постоянно напирают, они, ну, остаются даже где-то там. Бывают такие люди. Приходится постоянно тормозить. И проводник, который ведет группу, да, всегда должен самого, даже не видя, да, чувствовать самого последнего человека, который идет в группе, да, самого слабого, да, и идти именно по его темпу, да, и поэтому идешь иногда медленно, да, люди думают, что ты идешь медленно, а ты, на самом деле ты чувствуешь вот этого самого слабого в звене. Из-за этого ты идешь медленно. Тут Егор говорит, что обычно потихоньку идет, не спеша, в таких вот местах останавливается интересных, чтобы не израсходовать силы перед тем, как самое сложное будет там наверху. Это пока легкий участок. Это асфальт. Асфальт, вот он. Асфальт. Все, далеко еще, а по асфальту пока. С километр набрали, наверное. Ну, может, чуть меньше. Еще 3 километра, 6 часов пойдем будет. 6 часов мы должны до полки дойти. Ага. Но если мы так доберемся, это будет очень хорошо. Ага. Ну, пока идем нормально, я думаю. Просто мы поздно вышли. Ага. Ну, ничего страшного. Есть такое понятие, принятие. Потом научишься, сами побудешь. Это самое главное, что ты должен понимать, что твои ноги, да, уже не твои ноги, это ноги группы. И ты должен беречь. Ага. Ты должен следить за каждым своим шагом, случайно не ступить куда-то, да, чтобы после тебя этого, да, чтобы ушиба не было, чтобы ты вот группу не останавливал, да. Ты уже не один, да, сам по себе, да, а ты одно целое, да, ты в одной лодке. Егор говорит, последняя тень, дальше будет только пекло. Так что остываем и вперед. Это называется таях, да?
мы в таких местах вот переворачиваем палки. Острием вниз, ага. Чтобы сейчас не поскользнуть-то. Сейчас мы пойдем не так, да, а вот с краю, да. Обычно вот посередине идешь, а там бурчеть, да. Ты проваливаешься до 10-20 метров вниз, летаешь. Ага. Поэтому туда-сюда не ходи. А на охоте у тебя палка бывает с крюком, ну, с сучком, да, чтобы ставить туда. Ты идешь, сразу ставишь, да, и стреляешь. Ну, когда А, ружье ставить. Ну, это вторая своя. Отсюда уже видно реку. Вот. Помет Кабарги. Да. Вот бы когда мы встретить. А вот это, вот она, да? Кажется, уже не так далеко, кажется. Там еще, да? Обычно я обедаю на этой стороне, никак, ни в коем случае на той стороне, да, потому что обычно хозяин там ходит по той горе, да, я иногда его замечаю, он уходит и знает, что я пришел, а не какой-то другой человек. И пока его не вижу, ну, нормально все. Ну, мы поднялись мы на наледь. Наконец, вон какая И что хорошо самое, да, протяженная. она заканчивается там, да, если было бы доверху, да, хотя бы метров 100, да, то мы могли бы и не подняться. Да? А, там Сейчас же. у нас есть шанс подняться на ту сторону. А сапоги я могу тут заставить уже? Сапоги? Да. Я же их тащу с собой. Ну, можешь оставить, можешь оставить. Ну, вперед на вершину. Аккуратней. Оп. Возможно, последняя вода, поэтому сейчас наполняем наши сосуды. Начинается густой кедровый сланик. Чем выше поднимаемся, тем больше нам открывается ландшафт. Уже вот те горы начинают. Вот наш лагерь, вот уже там вот скоро сверху его будет видно. И вот Егор говорит, что когда сюда вот приходишь в горы, на 3-й день улучшается зрение. И вот сейчас отчет тоже сидит. Говорит, опа, зрение что ли улучшилось, да? И я смотрю, что я вижу даже вот отдельные элементы на противоположных горах. Такая, то есть четкость в глазах увеличивается. Ради вот таких моментов, да, ты чувствуешь, что ты живой. Вот именно такие моменты. Надо каждому хотя бы раз в год да-да-да, обновиться. Насколько ты еще живой. А вот тут можно и заночевать. Ага. Последний рывок. Че там по своей тропе идет.
Ребята догоняют. Агафья, кажется, это первая гора. Да. Первая. Ой, Здорово. страшно. Ну, У меня фобия. Высоты. Фобия высоты. И вот борюсь с самим собой, как говорится. тяжело же это, когда так. Очень. Плачу и иду. Вот это настоящее преодоление, чем когда ты налегке там не боишься ничего. Не-не-не. Это гораздо сильнее усилия требуется. Ну, удачи, скоро будем на месте, на полке. Спасибо. Если не думать о спуске, то все хорошо. Спуски пострахуем, да? Мне кажется, это что-то интересное. Ну-ка спросим у геолога. Маленькие. Это кристаллический кварц. Драгоценная находка? Не, Ну, для домашней коллекции, имею в виду. Да, конечно. Да, Егор говорит, даже сам такой не находил, да? Ага, когда-то один раз нашел, да, но оставил на дороге, как машина приехала, да, прямо вот это все забыл, ага. Пришлось там, это, ну, уже невозможно было возвратиться, да. Я вот ни разу не находил, вот здесь-то такую, ну, кристаллическую, она как этот, как, ну, хрусталь, да, кварц он Ага, такой, кварц, да, да, да. с элементами хрусталя, по-моему. Это шедевр. Хрустальное сердце это горы. находка на $1 миллион. Серьезно? Да, Круто. поднимайся. Так, я вперед, да? Ага. Мы Это пальму первенства. Финишная прямая, да? Ну все. Тебе. Вперед и с песней. Но нам еще вот туда, на вершину идти. Тут есть этот, моей дочки, камень, да? О, сейчас покажу. Снимаешь, да? На месте. Вот. О, Софи. А, 0,5. Она стерлась. 0,6. Это какого года? 22 года, по-моему. Ага. 16.04 мы вышли сюда. Привет передавайте. Привет, Софика. Вот она. Там еще одно есть. Ага. Мы скажем. А где место, вы говорите, где вы все время сидите? О, я покажу. Сейчас. Понимаешь, да? Такая на карте. Да, да, да. Поздравляю, Эркин, тебя с днем рождения. Спасибо. Это супер день рождения. Нет слов. Ну все, отдыхаем. Костерок зажгем? Не, костерок не будет. Церемониальный. Хуже. А, мы с тобой берет. Все, перекусили. Вперед. Вот тут снег. Это называется гребешок.
Попробую так не поднять. Ну, немножко спасение. Рывок. Последний рывок. Надо посмотреть, отдышаться, да? Поднимемся тогда. Ну, вот этот перешеек. Ну хорошо в них ходить по камням, да, а тут они скользят. Оказывается, а когда случайно задеваешь вот снег, то еще быстрее этих херово еще скользят. Угу. Мокрый становится. О. Это проще ехать в ботинках. Главное не смотреть вниз. Это так, как я думаю. Когда трудности, да, какие-то в жизни. Так, становится легче на душе. Так, ты тоже так же думать будешь, когда вот поднимешься туда, на вершину, на пик горы, на Чепчал. Чепчал горы Росомаха. Ага, да. Как по-якутски Росомаха? Сиганах. Сигенах. Нам неудобно, вот нас скользит, поэтому Да, я не знаю, как вы в этих сапогах идете. ради этого надо было все-таки ботинки тащить. Я Ну. Оп, 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 оп. Фу. даже остановился. Ура! Фу. Ну, сейчас будем спускаться по дороге, заберем своих. Надо торопиться, нам еще надо долго торопиться. идти. Спуск сложнее еще, чем подъем. Давайте, вперед. Вперед. Блин, да, я даже не представляю, как этот путь еще раз пройти. Друзья, ходите в горы. Ведь такие маршруты, они, в принципе, доступны. Это не такой сложный альпинистский, там, скалазный маршрут. И вы вот просто оказываетесь в таком нереальнейшем месте. Это просто такие эмоции. Добраться сюда, сесть вот так вот и вот смотреть в одну точку, вот так сюда. Потом вот в ту точку смотреть. И вот этих точек здесь просто бесконечное множество. Куда пожелаете. Вообще. Егор, спасибо огромное за такой подарок. Это просто нечто. Все, пойдемте вниз, спускаемся. Ну, снимать я уже не буду, наверное, так спущусь сам.
Наконец мы вышли из леса. Ну что, как вы себя чувствуете? Ну, усталость немножко есть, ага. Есть Но чуть-чуть? нам повезло с наледью, ага. Поэтому какую-то определенную часть пути пошли как по Терской. Да. Поэтому, А не по валунам, да? да, там волны бывают страшные. Так что, да. Ну что, всех поздравляю. Не только с подъемом, но и спуском. Ой, Особенно спасибо. Агашу, особенно тебя, человек, который даже на стремянку не залазит, чтобы штору дома повесить. Сегодня осилила. Да, я вообще себя осилила. Сегодня просто у тебя достижение очень большое в жизни на наших глазах произошло. Как впечатление, пока не осознала? Эмоции зашкаливают, переполняют. У меня, знаете что, второй день рождения как бы. Я же чуть со скалы не упала, вот Егор меня поддержал, и вот если бы не он, я бы, наверное, там упала. Был момент. Не наверное, а точно. Поэтому для меня это вообще нонсенс. Вообще, не знаю. И всем благодарна вам, всем, что поддержали меня. Всегда вот руку помощи протянули. Ну, как без этого? С вами не пропадешь. Я это твердо уверена в этом. Осознала, да? Осознала, да. Шторы будешь теперь вешать? Денис вешал до этого. Это следующее испытание у нас, да? В домашних уже условиях. Ладно, пойдемте вниз. Да. 3,5 часа у нас дорога заняла от Полки. Это, конечно, спуск, это отдельная история. Ноги вообще сбитые. Усталость такая пришла. Да? Ну вот мы еще быстро спустились. Так что сейчас приятная усталость. Ну, для нас это уже, считай, пришли. Спуск, конечно, да, это вот отдельная история. В тех местах, где забираешься наверх, вроде бы легко. Спуститься мы прям не смогли. Нам пришлось обходить эти места. Ну, я уже камеру брал в рюкзак. Хотелось просто насладиться уже без съемок. Ну и, конечно, отдельное спасибо комарикам, которые сопровождали нас всю дорогу. Не давали нам скучать. Но в этом тоже есть некая философия. Здесь их очень много, комаров. Без этого никак. Элемент принятия этого явления какой-то у меня даже сегодня, мне кажется, произошел. Я побрызгался репеллентом один раз только. А так вот их отгоняешь. Все-таки многое у нас тут в голове, наше отношение ко всему вокруг. В том числе и к вреднючим, болючим комарам. Ура! Мощь. Здесь тоже проводятся сплавы по этой реке. Егор много раз сплавлялся. Ну и красота, конечно, по ней идти.